Служу Республіцы Беларусь. Словы, якія прагучалі ад 1117 военнослужащих вайсковых часцей Брэсцкага гарнізона. Яны будуць служыць у розных падраздзяленнях, але іх аб'ядноўвае адно – імкненне з гонарам выконваць свой канстытуцыйны абавязак. Каждый юноша должен выполнить свой конституционный долг. Как защитник Отечества должен состояться как мужчина. А без армии, я думаю и даже уверен, что это, к сожалению, невозможно. У 38-й асобнай гвардзейска-дэсантна-штурмавой брыгадзе ступілі на шлях пераўвасаблення ў сапраўдных мужчын 580 новобранцаў. Да, действительно, армия учит простого парня стать мужчиной и приобрести много навыков владения оружием, техникой боевой. 14 лет хотел попасть в армию, именно в ВДВ, и вот моя мечта сбылась, я здесь. Моя жизнь немного изменилась, если честно говоря, у меня изменилась жизнь, потому что я стал более серьезным, более относиться ко всему начал серьезно, выполнять приказы, это уже входит в привычку. Военнослужачым 115-го зенітна-ракетнага полка стаў 24-гадовы Ілля Нікітенка. Да прызыва ў армію працаваў урачом. Цяпер, кажа, задаволены, што трапіў на службу. Сейчас все очень довольно-таки строго по уставу. Никаких неуставных взаимоотношений, либо каких-то проблемные моменты все решаются при участии и командиров роты, и командиров подразделений, и отделений. Присягнули на верность айчине 402 новобранца Брэсцкай пограничной группы. Я считаю, что для каждого мужчины нужно отслужить и нужно уметь защищать свою родину. И как написано в нашей присяге, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Наперадзе ў большасці з новобранцаў 1,5 года сур'ёзнай баявой падрыхтоўкі, каб у любы момант быць гатовымі ўстаць на абарону сваёй радзімы. Анастасія Цыкун, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».